Добрый вечер. Грузинские чиновники все время обвиняют Южную Осетию в несамостоятельности, в то время как в самой Грузии творится настоящий хаос. Народ и гражданские активисты все время протестуют против лаборатории Лугара, которая создана американцами недалеко от Тбилиси. Они не только воздух наш травят, но и воду тоже травят. Вот эту. Здесь живут мои внуки, там внизу. Они моих внуков травят. Это засекреченная лаборатория, где проводятся непонятные испытания. Скажи, как вот эти вот отравились эти филиппинцы, все. Мои соседи филиппинцы на площадке жили. Один раз отравились они, нас попросили позвать скорую помощь, мы вызвали. Оклемались, сказали, вроде бы от рыбы отравились. А второй раз стучали, тоже просили о помощи. Там жило 4 филиппинца, 2 из них их откачали, а 2 умерли. Это то, что мои глаза видели. Речь идет об исследовательском центре имени Ричарда Лугара, которую в Грузии называют просто американской лабораторией. С этим центром связано много скандалов, о нем часто пишут и говорят в прессе. А многие страны, такие как, например, Китай и сопредельная с Грузией Армения, заявляют о своей обеспокоенности по поводу экспериментов, которые там проводятся. Что это за секретная лаборатория и почему весь мир, начиная от Китая и заканчивая самими грузинами, против этого центра? И почему руководство Грузии беспрекословно подчиняется американцам и плюет на мнение своего народа, рискуя их здоровьем? Сегодня мы ответим на все эти вопросы. Скажу сразу, мы намеренно не привлекали к нашему расследованию юго-осетинских экспертов, а лишь самих грузин, граждан США и Евросоюза, чтобы не было обвинений в предвзятости. Итак, сперва история вопроса. В августе 2011 года в Грузии на окраине Тбилиси в торжественной обстановке открывается исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара. Официально главной задачей центра объявляется борьба с эпидемиями опасных заболеваний. На церемонии открытия выступает сам Ричард Лугар, известный американский сенатор. Параллельно с этим работает и грузинская пропаганда, рассказывающая, какая это чудо-лаборатория и сколько пользы она принесет Грузии. Давайте посмотрим. Этим шагом Грузия не только войдет в историю, но и спасет множество людей от опасных заболеваний. Но тех, кто внимательно следил за всем этим, конечно, насторожило участие в открытии центра помощника министра обороны США Эндрю Вебера. И то, почему строительство биолаборатории профинансировало, внимание, Минобороны США. Это действительно важная инициатива, которая шла от США. Но правда открылась потом. Выяснилось, что доступ к 4-му уровню секретности имеют только граждане США, а грузины понятия не имеют, что там происходит. Есть зоны, где Грузия не имеет права вступить и заглянуть даже на эту территорию в этих лабораториях. Знаю, что сотни миллионов долларов американцы вложили туда. Чем занимаются, не знаю. И еще не знаю ответа на вопрос, почему они не строят эти лаборатории у себя в Соединенных Штатах. И тут важно объяснить, Грузия перешла под внешнее управление США еще в 1992 году, когда руководителем этой страны стал Эдуард Шеварднадзе. Он первым делом отправился тогда в США и фактически превратил Грузию в марионеточное государство американцев. Именно тогда в администрации нового руководителя Грузии появились американские советники по политическим и экономическим вопросам. Грузинская политическая элита, во всяком случае, то, что она из себя представляла тогда власть Грузии, они пошли в услужение к американцам при Шеварднадзе. Сразу после этого в Грузию приехали и по-хозяйски там обосновались сотрудники Центрального разведывательного управления США. Причем не где-нибудь, а в святая святых любого государства, в Министерстве безопасности Грузии. И вот как вспоминает эти времена бывший министр госбезопасности Грузии Валериан Хабурдзания. Когда я стал министром, я сам лично столкнулся с этим. Американцы, их президент со своими сотрудниками свободно заходили в Министерство безопасности, у них были свои удостоверения, общались без ведома министра или других начальников с нашими оперативными сотрудниками и давали им даже задания.
Когда я пришел, я запретил им вот такие несанкционированные контакты с сотрудниками, что вызвало гнев со стороны американцев. Посол пришел ко мне и устроил чистый такой дипломатический демарш. Я был вынужден ему так жестко ответить, но Шеварднадзе мне сказал, что, знаешь что, оставь их в покое, они своим делом там занимаются. К чему я все это говорю? Важно понимать, что еще с тех времен грузинские руководители управляются из США. Они выполняют все их приказы, даже те, которые идут во вред грузинскому народу. Как, например, лаборатория Лугара, где от непонятных болезней уже умерло 70 грузин. У вас может возникнуть вопрос: почему американцы не построили эту лабораторию в США? На самом деле все очень просто. Они не хотят ставить эксперименты над своими гражданами. Просто вдумайтесь, в первые 2 года американцы вложили в эту лабораторию $300 миллионов. Это просто огромная по меркам Грузии сумма. Вопрос второй. Почему выделяются такие баснословные деньги именно этому объекту? Причем, что интересно, содержание одной лишь этой лаборатории обходится американцам больше, чем, внимание, весь бюджет здравоохранения Грузии за 1 год. Настораживает и тот факт, что помимо грузинских ученых там работают специалисты из Армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида. Это крупнейшая биомедицинская исследовательская организация Минобороны США. Причем, как я уже говорил, в блок, где ведут исследования американцы, грузинам доступ закрыт. К тому же первым руководителем центра Саакашвили назначил тогда Анну Жванью, бывшего шефа грузинской разведывательной службы ГРС. Все ищу, хочу узнать, во что американцы вложили, в какое производство в Грузии деньги, реальные деньги, инвестиции вложили в производство какое-нибудь. Я не могу найти, не знаю. Я знаю, вот они вложили деньги в лабораторию, которая непонятно чем занимается в Грузии. Вы мне не назовете ни одного цента, который они вложили в реальную экономику. И хочу обратить ваше внимание, впервые о вреде этой лаборатории рассказал в своем расследовании именно американский журналист, который жил тогда в Грузии. Это Джеффри Сильверман. Главным выводом его статей стал тезис о том, что американцы в этой лаборатории разрабатывают новые виды биологического оружия. И делают это тайно, в обход конвенции о запрете такого оружия, согласно которой США не имеют права вести исследования в этой области. А в Грузии у них просто развязаны руки. Там они могут творить все, что хотят, так как Грузия не ратифицировала этот договор. Потом этим делом занялись и другие журналисты тоже. Но те газеты, которые были подконтрольны там власти, их вынудили замолчать. На эту тему они больше ничего не говорили. И уже после из журналистских расследований стало известно, что американские специалисты ведут в лаборатории Лугара эксперименты по применению насекомых в качестве биологического оружия. А недавно журналисты узнали о патентах, над которыми работают американские сотрудники центра Лугара. Например, боеприпасы с токсичным содержимым для диверсионных операций и беспилотники, способные распылять химические и бактериологические вещества. Свое расследование провел и экс-министр государственной безопасности Грузии Игорь Георгадзе и таки доказал, что в лаборатории проводятся испытания над гражданами Грузии. Тогда, в декабре 2015 года, только за 1 день в результате применения некоего препарата Савальди в лаборатории сразу умирают 24 грузина, а в апреле 2016 года еще 49 смертей. Эти шокирующие подробности стали известны общественности буквально недавно. И именно после этого люди стали называть центр лабораторией смерти. Что еще подозрительнее, причины смерти до сих пор не установлены. Расследование не проводилось, а вместо имен погибшим присвоили, вдумайтесь, порядковые номера. По итогам вскрытия записывалось, что причина смерти не установлена. Но это нонсенс, да, что в современное время даже американцы не могут установить, от чего умерли там грузины, которые были в том числе в этой лаборатории. Понятно, что это биологическое оружие. А что, спросите вы, грузинские власти?
ограничивать эксперименты над людьми они, конечно, не стали, как и не стали проводить расследования по многочисленным обращениям местных жителей. А люди, которые живут поблизости с этим центром, все время протестуют против этой лаборатории. Многие из них жалуются на головные боли и частые обмороки, а еще на то, что в их местности участились раковые заболевания. С ними поговорила и Дилиана Гайтанджиева. Она журналист-международник из Болгарии, которая не побоялась, приехала в Тбилиси и провела собственное расследование по лаборатории Лугара. Мы перевели для вас самые интересные моменты ее репортажа. Давайте посмотрим пару минут самое интересное. Посольство США в Тбилиси вовлечено в поставку человеческой крови и антигенов в Грузию под видом дипломатических грузов для секретной военной программы. Когда вызвали, у них пена с рта шла, один кричал «Help me, help me». Кричал все, а потом, когда умер, скоро увезли и все это скрыли. Все. Специалистам Пентагона дают дипломатический иммунитет, и они экспериментально исследуют различные смертельные болезни и их переносчиков в военной лаборатории в Тбилиси. Этот запах, этот дым, все, что идет красно-черный, зеленый, там это ночью, перед утром особенно, вот 3 часа, 4. Выпускают все это ночью, чтобы люди не видели. Внутренние документы и переписка между Минздравом Грузии и посольством США показывают, какие эксперименты проводятся в центре Лугара в Тбилиси. Чувствуется сильный химический запах, он идет из центра Лугара по ночам и распространяется на прилегающие районы. Ну и, наконец, работая над этим материалом, несколько раз ловил себя на мысли все-таки, насколько аморальным может быть руководитель в отношении своего народа. Ведь доказано, от экспериментов лаборатории Лугара уже несколько лет подряд гибнут люди. Местные жители, грузины, но тбилисским властям, похоже, на это наплевать. Для них важнее мнимые союзы, где они марионетки, несмотря на то, что в обмен на зеленые купюры они жертвуют грузинским народом. Не дай бог настанет та ситуация, когда американцы устроят какая-то прямая стечка, и этот театром вот таких действий станет Грузия. Его просто не будет. Я не хочу, чтобы в моей стране не было ради каких-то глобальных военных и политических экспериментов. Анализируя вот это вот 30-летие прошедшее, все события, которые происходили в Грузии, деятельность всех властей, которые сменяли друг друга в Грузии, и все при этом находились под патронажем там американских кураторов, я будущего не вижу. Я с опасением смотрю, ожидаю этого будущего для Грузии. Это был Правдоруб. Смотрите наши выпуски. Здесь вы узнаете правду.